Так, я расскажу вам сейчас о положительных героях якутского эпоса Олонхо, да. И, конечно, самым главным героем якутского эпоса это является богатырь Аи. И он в сюжетных линиях, он как рассказывается внуком или сыном божественного, ну, божества Урюн Аи Тойон. Либо он является сыном светлых божеств Аи. Вообще в Олонхо все богатыри божественного происхождения. Они спущены с небес с особой миссией, чтобы стать начинателем рода человеческого, первопредком, родоначальником. И в ранних сюжетах главные герои спускаются с небес обычно за наказание за какие-либо проступки. В Олонхо сохранены очень древние мотивы, и вот в одних текстах рассказывается то, что люди Срединного мира, главные герои, богатыри Аи, они жили в другом Срединном мире, и их Срединный мир как бы пришел в упадок, и божества, светлые божества Аи, они нашли новое пристанище, новый мир, это как бы Средний мир, да? И в этом среднем мире они спускают их с особой миссией. В этом мире никого нету. Сначала есть только сам богатырь, он находит себе как бы одежду, находит себе пропитание. Так начинается его становление как родоначальника Срединного мира. Главный герой Олонхо, богатырь племени Аи, он с точки зрения родового общества является идеальным человеком. И, как я сказал, главная цель его – это установление мирной жизни людей его племени. Он обладает непомерной физической силой, красивой наружностью, высокими моральными качествами. Герой изображается храбрым, мужественным, бесстрашным воином. Совершает подвиги, которые не под силу обыкновенным людям. При этом они не злопамятны, легко прощают противника, показывая свое благородство. Главный герой – это богатырь Аи. Его особенность от других героев Олонхо, то, что он имеет дар перевоплощения, то есть дар оборотничества. Во время своих богатырских походов он превращается либо в сильных птиц, это может быть сокол, ястреб, орел, либо он превращается в хищных мифических зверей и животных, либо он может превращаться в лобалык, рыб-чудовищ в целом, да. Их особенность такая у главных героев, что богатырь Аи всегда придерживается воинской этики, не нарушает его. У них не принято, например, нападать на спящего богатыря Аббасы, либо на беззащитного богатыря Аббасы. Да? У них осуждается трусость, либо там нарушение данного под клятвой слова. Да? И главный герой не захватывает пленных, не грабит, не берет с собой добычу. Поэтому главный герой изображается как самый идеальный человек с точки зрения Срединного мира. Самым архаическим богатырем Аи является Аридах Буйдах Арсотох, многострадальный муж одинокий. Олонхо с таким именем начинается Сунтарского улуса, да, и доходит до Верхнеколымского улуса. В основном это северо-восточная часть Якутии. И, как считает академик Окладников, образ прародителя якутов Эрсоготох как бы является аналогом Адама библейского. Такие архаические образы, как Эрсоготох, есть только не в якутском эпосе, есть также в эпосе калмыков, в эпосе авенов и эвенков. Ридах Буридах Эрсоготох есть целый цикл сюжетов о нем, да. В этом цикле у нас сохранено 13 полных текстов Олонхо, где главным героем выступает Эрсоготох. Вообще надо понимать, что богатыри Аи, как я сказал, там 1514 имен главных героев, они подразделяются по типам богатырства. Например, самым главным является тип богатырства – это бухатырдар.
богатыри, да. Например, есть богатырь Дырый богатырь, Оготулаев богатырь, Мазбатый богатырь. Потом ниже рангом стоят ботуры, вот эти ботур, Дарнюргун ботур, Орунчо ботур, Элик ботур. И потом еще есть бергеннер, это как бы богатыри, которые у них военное оружие, это лук, луки. Берген это как бы с переводом меткий стрелок, берет берген, редел берген. Потом есть, ну, дохсуннар, тканнар, каралар, тойоннар, вот их очень много. Они различаются по виду оружия, по доспехам, они различаются по темпераменту, по характеру. В общем, это, можно сказать, вот целая вселенная героев Олонхо. Ну, я иногда смеюсь, что можно дать отпор нашими героями той же Марвел и той же DC, можно, да? В Срединном мире Аи Аймага, племена Уранхай, они живут большими патриархальными семьями, как и в верхнем мире, как и в среднем мире. Да? В некоторых Олонхо родоначальниками являются Сахасарын Тойон с женой Сабия Байхотон, или Тюнемогол Огоннер с женой Кюбей Эмерсен. Вот родоначальников также много, как и главных героев. В патриархальных семьи Олонхо имеются богатыри, воины, да, состоящие из всадников. Всадники это наш Дархан, Бёгэ, Ботур, стрелки это Берген. Вот еще есть тип богатырства Кара. Например, Олонхо Дадархара это пещий воин пехоты. Все вот эти богатыри, они проходят специальное вот, военное обучение. Также есть различные прислуги, домашние рабы. В общем, вот целая такая патриархальная семья живет в Срединном мире. Самой причиной всего вот этого действия является, конечно, девушка Аи, будущая мать женщины. Да? Из-за нее происходят вот все богатырские походы. Когда мы работали в прошлом году в Верхнеулюсском улусе, мы по просьбе наших коллег из Верхнеулюсского улуса мы создавали концепцию проведения национального праздника Сыгалонхо. В библиотеке искал особенность этого улуса, чтобы показать, отразить в концепции проведения. И вот ко мне подходит библиотекарь молодая и дает мне книги. Среди этих книг была книга шамана Никона, старца Никона. Я, конечно, знал его книги, но вот эту книгу я увидел впервые. И сразу там нашел такой отрывок понятия жизни Никоном, вообще целое понятие жизни, как он вообще воспринимал этот мир, эту жизнь срединного мира, да. И оказывается, Никон, старец Никон, видел нашу жизнь через призму Олонхо. Он там описывал вот про суженую богатыря Аи. Главный мотив похищения девушки богатырями Аббаса является не просто главным мотивом, да, но оно имеет свой философский глубокий смысл. Там бои происходят не из-за земель, не из-за территории, а происходят из-за девушки. Потому что он считал, если будет благородная женщина, то будут благородные дети. И вот эти благородные дети, они привнесут изобилие в Срединном мире. Поэтому вот главный мотив похищения девушки Аи, оно как бы является главным маркером вот, сюжетной линии якутского, сложения якутского эпоса. Да? И вот суженая богатыря Аи, она обладает превосходными физическими и духовными качествами. Она наделена неземной красотой, умом, мудростью, покорностью. Она достойная спутница богатыря, хранительница домашнего очага, традиционной семьи, мира и спокойствия на земле. У 1514 богатырей Аи у каждого есть своя суженая. И их имена вот записываются на небесном архиве. Они предназначены судьбой.
они предназначены АИ, чтобы стать спутницей главного героя, да, и имен у них очень много, там, например, Туярамако, Айталынко, Сыраламако. Но, конечно, у нас в нашем в якутском народе сейчас известны имена героев именно Олонхо Платона Алексеевича Юнского Нюргунбатыр. Когда Платон Алексеевич создал вот это Олонхо, народ его воспринял как достижение, как эталон. И оно стало национальным эпосом среди всех эпосов, да, самым главным эпосом якутского народа. И мы все знаем то, что суженые богатырей они называют Туярамако. Ага. Но надо знать то, что эпос очень у нас, эпический материал у нас очень богатый, и у каждого богатыря есть свои суженые. И как мы там, наши коллеги изучили, в основном самое распространенное имя это Туналыко. Одним из главных героев является девушка-богатырь. Современным языком я бы сказал, что это наши якутские амазонки, наши валькирии, да, можно сказать. И их считается, что сюжеты с девушками-богатырками являются одним из самых архаичных, да. Они, как и богатыри, выступают в качестве защитницы племени Аймара от посягательств злых духов, злых чудовищ Абасы, да. И потом в конце своего богатырства девушка-богатырка все равно она выходит замуж. Но она выходит замуж не просто так, она сопротивляется. Но все-таки в большинстве случаев все равно главный герой, мужчина-богатырь, побеждает ее и берет в жены, и начинается новая жизнь в Срединном мире. Еще два у нас эпических персонажа, это второстепенные персонажи, которые, можно сказать, устойчивые, каноничные. Это, конечно, образ Сорукбаллура, комического персонажа. Он является юношей-табунщиком или парнем, который посыльный, да? Он является самым популярным и самым традиционным образом Олонхо. Он имеет смешной внешний вид, всегда говорит, задыхаясь, проглатывая слова. Второй тоже комический образ, традиционный образ, это старушка Семярсень, распространенный по всем текстам якутского эпоса. Он является эпизодическим образом коровницы-рабыни. Да? Старушка Мерсень является преданной прислугой, которая с помощью своих вещих снов предупреждает хозяев о надвигающейся опасности. Образы, положительные образы, как я сказал, во многих текстах Олонхо есть устойчивые эпосы, которые характерны по всем текстам, да, и есть такие уникальные, регионально-локальные образы, которых еще предстоит изучать и изучать.